язык – это душа народа. Если его не станет, народ превратится просто в бездушную массу, серую массу людей без роду, без племени. Если наши родители хотят воспитать поколение следующее людей, которые не относятся ни к одному народу, они тогда должны продолжать в том же духе. Платить за репетиторов по английскому языку, а свой родной язык отодвигать на второй план. По своему опыту могу сказать, у меня 2 детей, которые ходят в школу, 2 школьника. Ни одному из них в национальном классе учиться не тяжело. Вы, как родитель, если вы ответственный и осознанный, и считаете, что на вас лежит ответственность за будущее крымско-татарского народа, ведь личную ответственность никто не чувствует за судьбу своего народа, а должны. Если вы чувствуете личную ответственность, вы должны не только не соглашаться на факультативную форму обучения, но и требовать полноценных уроков. Благо и специалисты у нас есть, благо и учащиеся у нас есть в больших количествах, не так, как в 90-х годах. От каждого из нас зависит будущее нашей нации. Нет языка, нет народа. Bizim Kur'an'ta Kırım'a birinci kelgenlerden, biz 69'da geldik. Ama babamlar biz Rusların arasına karışmayız deyip bize yasak etti. Rusça laf etmesi evde. Biz tek ana tilinde kullandık. Ama bu bana keder etmedi. Rus tilini ala bitirmeye mektepte. Ben en yaxşı Rus tilini ben biliyordum. Ve şimdiki zamanda yalvaram. Siz de balalarınızdan başlanın ana tilinde laf etmeye. Ana tilini bu bizim baylığımız ve menligimiz, ya kim olganını gösteren. Ve bağışlarsınız ama şimdiki zamanda gerek büyük harflerine bir şiar yazmaya ana tilini bilmegen cahildir. Балаларыңыздың milli kimliği joyulmaması için tek Kur'an'ta milli muhit değil de milli mektepte gerek. Milli mektep bu işe koşulsa daha yaxşı olur idi. İşte balalarınızı milli sınıflarga, milli mekteplerge vermege korkmаңыз. Çünkü Kırım'da işte yüzlerce, binlerce galiba balalar böyle sınıflarda okuylar. Öğrenirler ana tilini, yaxşı neticeler gösterirler, üniversiteye girerler ve işte birçok yaxşı misaller var. Bu işte yani hiç korkacak işte şeyleri yoktur. Her bir ana öz balasını milli sınıflara vermek gerek. Fakultatif boyunca değil de okumak. Milli ana tilimizni terin bilmek için. Yazık ki biz okuganda öyle milli sınıflar yok idi. Şimdi ne kadar çok imkanlar var. Bakınız bizim müzika ballar için canlı ses festivalleri geçiyor. Çok ballar gelirler bu konkursta iştirak etmek için ama her bala ana dilini bilmeyi, böyle ağlamay, laf edip olamay başka, böyle ağlamay. Bu pek çirkin bir şey, bu maskaralık. Bazı bir yabancı halklar, buna Ruslar Kırım Tatarca öğrenmeye aves ederler. Ya bizim ballarımız niçin aves etmeye, ana dilimizde laf etmeye, niçin gurur duymaylar öz dilini sınıflarda okumak için. Onun için ben bütün ana babalara, kartana bitalara böyle teklifle bulunam, mutlak ballarınızı milli sınıflara veriniz. Мне вообще очень непонятно то, что очень многие молодые крымско-татарские семьи лишают своих детей возможности учить родной язык, как минимум, да, или как максимум обучаться на родном языке. Многие верят той неправде и лжи, которую им
предлагают зачастую администрации школ. Говорят, что изучая крымско-татарский язык, они лишают возможности своих детей изучать полноценно другие предметы и так далее. Очень многое зависит не от того, каких и сколько предметов учит ребенок, а зависит от преподавателя, зависит от способностей своего ребенка. Если ребенок имеет способности, особенно к языкам, он выучит не только родной язык, он выучит еще максимум там, или минимум 10 языков и так далее, и будет без проблем учиться. И здесь очень важно то, что многие родители оставляют этот момент исключительно на школу, забывая, что огромную роль в образовании их ребенка играют они сами.